Министр обороны Казахстана принял участие в церемонии открытия 11-го Синьшанского форума в Пекине. По приглашению министра обороны Китайской Народной Республики адмирала Дун Цзюня, казахстанская военная делегация во главе с руководителем оборонного ведомства Казахстана генерал-полковником Русланом Жаксылыковым приняла участие в работе форума по международной безопасности Синьшань. На полях форума состоялись двусторонние рабочие встречи с главами оборонных ведомств Китая, Монголии и с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся. Программой визита предусмотрено также посещение ряда оборонных объектов. В Казахстане с официальным визитом побывала делегация Национальной обороны Турецкой Республики во главе с министром Яшаром Гюлером. Министры обороны Казахстана и Турции обсудили ключевые аспекты сотрудничества. В формате тет-а-тет руководители оборонных ведомств Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков и Турции Яшар Гюлер отметили позитивную динамику двустороннего сотрудничества, подтвердив стремление к расширению взаимодействия. В ходе переговоров в расширенном формате стороны обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, боевой подготовки и военного образования. Министр обороны обсудил с президентом СИАСМ вопросы подготовки к чемпионату мира по казах-күресе. Делегация Международного совета военного спорта посещала Астану по приглашению спортивного комитета Министерства обороны и профильного комитета Министерства туризма и спорта на Всемирные игры кочевников. В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки первого чемпионата мира по казах-күресе среди военнослужащих в 2025 году, ключевые аспекты развития физической подготовки военнослужащих вооруженных сил Республики Казахстан согласно опыту передовых стран, а также сотрудничество между спортивным комитетом Министерства обороны Республики Казахстан и СИАСМ. В Алматы министр обороны рассказал воспитанникам лицея Арстан о профессии военного. В специализированном учебном заведении руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков ознакомился с учебно-материальной базой, посетил казармы, учебные кабинеты, стрелковый тир, спортивные залы, оборудованные для занятий боксом и другими видами спорта. В бассейне, где проходили соревнования по плаванию среди воспитанников, генерал-полковник Руслан Жаксылыков провел награждение победителей и призеров. В области Жетысу в городе Уштобе ввели в эксплуатацию обновленное здание отдела по делам обороны Каратальского района. В торжественном мероприятии приняли участие аким Каратальского района Улан Досымбеков, руководитель аппарата Министерства обороны полковник Ербол Кумарбекула, военнослужащие местного гарнизона и ветераны вооруженных сил. Министерство обороны Казахстана посетило зарубежные делегации под руководством начальника военно-топографической службы Генерального штаба вооруженных сил Армении генерал-майора Сергея Петросяна. В рамках визита состоялась встреча экспертов в области обеспечения войск геопространственной информации. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, а также возможность обмена опытом в области топогеодезического, навигационного и гидрометеорологического обеспечения войск. На горном учебном полигоне Уорда в Туркестанской области стартовало многонациональное учение подразделений специального назначения Азербайджана, Казахстана, Катара, Пакистана, Турции и Узбекистана. В качестве наблюдателей на учение приглашены представители вооруженных сил Иордании и Кыргызстана. Кульминационным моментом станет проведение специальной операции. Учения направлены на обмен опытом, повышение уровня оперативной совместимости органов управления и воинских контингентов, индивидуальные и групповые выучки личного состава подразделений. В военных маневрах принимает участие около 300 военнослужащих. Задействованы бронированная техника, звено армейской авиации и БПЛА. В соседнем Кыргызстане завершились командно-штабное учение коллективных сил оперативного реагирования взаимодействия, специальные учения с силами и средствами разведки поиск и материально-технического обеспечения войск «Эшелон». В совместных маневрах активное участие приняли казахстанские военные, в том числе военнослужащие десантно-штурмовых войск со своей техникой и вооружением. За активной фазой учения наблюдал командующий десантно-штурмовыми войсками вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор Алмаз Джумакеев. Всего в учениях было задействовано около 1500 военнослужащих и до 300 единиц вооружения, военной и специальной техники. В Жамбылской области на базе учебного полигона Матабулак завершилось оперативно-тактическое командно-штабное учение Айбалта-2024 под руководством главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил Казахстана генерал-майора Асана Жусупова. Впервые оно было проведено в двустороннем формате с включением комплексных занятий. Мероприятия были направлены на совершенствование слаженности органов военного управления, повышение полевой выучки войск и выработку устойчивых практических навыков управления войсками у штабов и командиров. Привлекались подразделения региональных командований «Восток», «Юг» и воинские части непосредственного подчинения сухопутных войск вооруженных сил Казахстана. В учении были задействованы свыше 3000 военнослужащих и более 800 единиц вооружения и военной техники.
Проведено международное оперативно-тактическое командно-штабное учение «Ашық-Аспан-2024» с участием военнослужащих военно-воздушных сил и специалистов противовоздушной обороны Казахстана и Узбекистана. Учение направлено на повышение слаженности органов военного управления дружественных стран, отработку вопросов совместного применения сил и средств противовоздушной обороны, получение командирами перспективных навыков по управлению воинскими частями в особых случаях несения боевого дежурства. В нем задействованы вертолеты фронтовой, самолеты армейской и военно-транспортной авиации, а также силы и средства войск противовоздушной обороны. В столице, в Государственном военно-историческом музее открылась экспозиция «Местные органы военного управления». В торжественной церемонии открытия экспозиции, приуроченной ко Дню местных органов военного управления, приняли участие руководство Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба, представители Департамента по делам обороны города Астаны и ветераны вооруженных сил. Здесь можно увидеть исторические документы и редкие экспонаты, рассказывающие о работе местных органов военного управления. В Вооруженных силах отметили День танкиста. На торжественное мероприятие, состоявшееся в Национальном военно-патриотическом центре, пришли военнослужащие, ветераны вооруженных сил, уланы военного колледжа и воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас-Сарбаз». Перед торжественной частью в Государственном военно-историческом музее ветераны-танкисты и военнослужащие танковой роты войсковой части 68-665 рассказали школьникам и уланам о славных страницах истории танковых войск, их оснащении и значение на поле боя. В честь профессионального праздника ряду военнослужащим и ветеранам были вручены почетные грамоты. Профессорско-преподавательский состав, магистранты первого курса факультета Академии Генерального штаба вооруженных сил имени Сагадата Нурмагомедова и члены семей военнослужащих возложили цветы памятнику народного героя на его родине в городе Акколь. По решению руководства Национального университета обороны Республики Казахстан церемония станет традиционной и будет проводиться ежегодно в первую субботу сентября. Армейские спортсмены завоевали 6 золотых медалей на Всемирных играх кочевников. Сборная Центрального спортивного клуба Министерства обороны принесла в копилку Казахстана 6 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую медали. В соревнованиях по жамбо-ату армейские спортсмены завоевали 1 золото и 1 серебро. В Аударспаке золото Казахстану принес служащий вооруженных сил Алмат Латипбек. В соревнованиях палуанов в схватке на ковре золото завоевали 4 армейца. В турнире по курашу армейский палуан старший лейтенант Марат Байкамуров завоевал серебряную медаль, 4 серебра в соревнованиях Кокбора. В Астане в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к столетию со дня рождения Халық Кахармана Рахымжана Кошкарбаева и Дню местных органов военного управления, прошел турнир по футболу среди воинских коллективов. В футбольных баталиях принимали участие команды Центра по контролю над вооружением и обеспечению инспекции Министерства обороны Казахстана, Департамента по делам обороны города Астаны, районных управлений и войсковой части 99-255. В упорной борьбе победу одержала команда столичного департамента по делам обороны города. Им уступила футбольная дружина войсковой части 99-255. Третьими стали спортсмены Центра по контролю над вооружением и обеспечению инспекции.